Здравствуйте, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Наша с вами Якутия – это не только самый крупный субъект Российской Федерации, но и реально развивающийся регион. Во многом благодаря строительству мы все можем воочию увидеть изменения. Несмотря на наши суровые климатические условия и короткий строительный сезон, растут новые дома, строятся школы, детские сады. О том, с какими итогами заканчивается строительный сезон в Якутии, нам сегодня расскажет министр строительства республики Павел Калачанов. Добрый вечер, Павел Павлович. Добрый. А также сегодня в гостях Якутия Лайв чуть попозже будет генеральный директор Республиканского ипотечного агентства Владимир Трегубов, который расскажет про амбициозный проект застройки крупного нового микрорайона в городе Якутске. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире. И задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправив текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Павел Павлович, давайте начнем с того, что определим, расскажем про особенности строительства в Якутии, да, потому что как качественный срок построить какой-то крупный объект, например, школу, потому что мы же знаем, что у нас 9 месяцев в году, зима, сезон короткий, Ну, Ирина, вечная мерзлота. сам процесс строительства – это довольно сложный и многоэтапный процесс. Да? У нас в Республике Саха-Якутия, учитывая наши географические, климатические особенности, да, этот процесс достаточно усложняется. Да? Та же самая вечная мерзлота, требующая изыскания, да, качественные изыскания, они дают основу по грунтам. А фундамент – это основа самого объекта. Да? Исходя из того, каким образом будут проведены изыскания, да, каким образом будет спроектирован фундамент, это будет основой самого здания, да, как он будет. Помимо этого у нас климатические особенности, да, как вы отметили, то, что короткий строительный сезон, большие расстояния, да, зимники, ледовые переправы, да, все это требует большой и слаженной работы, большого количества людей, задействованных в стройке, начиная с проектировщиков, заканчивая самих строителей, производителей строительных материалов. То есть все должно как единый организм, да, работать? Да, как единый организм, и от слаженной работы зависит конечный результат. Да, и в этой части мы накопили, на мой взгляд, уникальный опыт Республики Саха-Якутия, именно строительство на вечно мерзлых грунтах, да, и в короткий строительный период. Да. У нас у строителей стоит задача с началом строительного сезона поставить коробку, закрыть тепловой контур, чтобы можно было, да, в зимние периоды уже заходить вовнутрь. А можно глупый обывательский вопрос? Вот в детстве у нас самый высокий дом был в Якутске 12 этажей. И всегда говорили, что выше 12 вот нельзя прям строить, потому что вечная мерзлота. Сейчас спокойно 17-этажки строятся, вроде бы мерзлота позволяет. Это поменялись технологии или что произошло? Время не стоит на месте. Да. Одно время говорили, что намывные грунты тоже вопрос, да, но сегодня уже 202-203 квартал построен. Да, то же самое. И мы видим по строительству высотных зданий. Возможно, можно и строить больше, да, но там много тоже нюансов относительно систем, да, инженерных, относительно требований по пожарной безопасности, чтобы была возможность в случае чего эвакуировать людей и так далее. Но теоретически даже небоскреб возможен, да? Теоретически когда-нибудь можно в будущем. Вот уже 2 года мы живем в условиях пандемии, мир борется с коронавирусной инфекцией. И, конечно, это не только урон здоровью людей, но и коррективы в разных сферах жизнедеятельности. Вот как пандемия повлияла на строительную отрасль? Пандемия, она повлияла на все отрасли жизни, да, жизнедеятельности, но и строительная отрасль тоже, да, получилась достаточно серьезный вызов. Да, у нас в первом квартале прошлого года, как мы все знаем, были закрыты границы, да, и приток иностранной рабочей силы, которая у нас на сегодняшний день задействована в стройке, да, этот приток прекратился. Да, и для нас это был новый вызов, и мы в течение прошлого года, не останавливая ни один объект строительством, да, работали над тем, чтобы задействовать местные рабочие кадры. Да, нам активно помогали наши коллеги с Министерства образования, с Министерством молодежи, с Государственного комитета по занятости. Мы активно вовлекали студентов, да, строительные отряды, работали по переквалификации безработных. Да, и тем самым мы вот в прошлом году те задачи, которые перед строительным комплексом стояли, выполнили. Несмотря ни на что выполнили? Да, на сегодняшний день частично границы открыты, да, приток иностранной рабочей силы появился, местные кадры подтянулись, да, в этой части особого дефицита нет, но он все равно отмечается, он имеет место быть. Второй вызов — это у нас
удорожание строительных материалов и даже дефицит по некоторым видам товаров. Да, Ну, мы то, что видим. везли из-за границы в первую очередь, да? Да, у нас это и за границей, и внутренние товары, то, что что-то уходит у нас наоборот за границу. Повышается спрос на отдельные строительные материалы у растущих экономик. И да, вот тот же самый Китай активно начал потреблять определенные ресурсы, да, и с этим у нас как бы, ну, внутренний дефицит образовался. И сегодня вот второй вызов — это удорожание строительных материалов, но в этой части на уровне правительства Российской Федерации нормативно-правовая база принята, да, в части возможности заказчикам по удорожающим, ну, по этим материалам делать поправки, да, в цене государственных контрактов. Сегодня работаем над региональной нормативной базой и уже, думаю, приступим в ближайшее время именно корректировать эти позиции в наших государственных контрактах. Павел Павлович, мы все с особым трепетом следили за тем, как восстанавливаются дома жителей Бескёль. Ну, восстанавливаются, то есть строятся заново, строятся новые дома для них. И буквально на прошлой неделе все наши телезрители стали свидетелями вручения новоселам первых ключей. Расскажите, как успели справиться с поставленной задачей? Там же вообще очень сжатые сроки были. Ну, вот сама ситуация, сам случай, да, вот это происшествие, оно вот, как бы задело всех, и строители не без исключения. Глава в первый же день дал нам поручение в кратчайшие сроки восстановить жилье. Да. В первые дни мы уже, ну, с первых дней, да, строители были уже в этом селе, отрабатывали с населением, вели работу по подсчету ущерба, да, ну, участвовали в этих комиссиях. С каждым непосредственно пострадавшим отрабатывали по тому дому, который необходимо восстанавливать, да, и уже с 11 числа августа уже приступили к подготовке территории, да, расчистки мусора и вертикальной отсыпки. Параллельно с очисткой уже начали проводить инженерные изыскания ввиду того, что был пожар, да, было растепление грунтов, и мы должны были принять техническое решение, на каких фундаментах строят. Либо ленточные, либо свайные. Да, ну, по итогам полученных данных, изысканий, мы приняли решение строить на трубном свайном фундаменте. На сегодняшний день у нас стоит задача завершить строительство 34 индивидуальных жилых домов. Да, вот как вы отметили, на прошлой неделе глава республики торжественно вручил первый ключ, да, жителям, ну, семье, которая пострадала. В пятницу мы, в субботу, то есть торжественно вручили еще 5 ключей. Да, и у нас каждый день по несколько объектов у нас завершается. Ключи уже передаются гражданам, чтобы, ну, то есть семьям, чтобы они уже могли обустраивать быт, да, подготавливаться. Далее. И уже в ближайшую субботу также торжественно планируем вручить еще ключи, ну, больше 10 семьям. И на следующей неделе задача строительного комплекса выйти со строительной площадки для того, чтобы люди уже могли переехать в вновь построенные дома. Ага, то есть на следующей неделе уже все должно быть Да, у нас на сегодняшний день задействовано 9 подрядных организаций. В целом у нас, ну, как строительство, да, вот то, что многоэтапность, многозадачность, у нас на начальном этапе работали дорожные, да, ну, помогали дорожные предприятия, которые были на расчистке территории, на отсыпке территории. Изыскатели работали, проектировщики работали. Отдельно работали производители строительных материалов. Да, у нас компания «Алмаз» и компания «МАЗ» в кратчайшие сроки в круглосуточном режиме работали, чтобы выпустить 34 домокомплекта за 39 дней. Они по полугодовой план работы выполнили буквально вот за эти 1,5 месяца. И вот там же это дерево обработано специальным составом, что оно не горит. Да, у нас по каждому дому есть проектно-сметная документация, которая соответствует всем требованиям, да, противопожарной пропитки. Они имеют, да, все ответственные узлы, все ответственные детали конструкции, они обрабатываются противопожарной пропиткой для того, чтобы, ну, вот, минимизировать, либо дать возможность разгореться, да, в случае чего, не таким быстрыми темпами, как это. Давайте поговорим о строительстве школ, ведь перед нами стоит амбициозная задача к 2022 году, к столетию республики, сделать так, чтобы в школах исчезла вторая смена. Ну, задача непростая, да, на сегодняшний день у нас достаточное количество традиционных школ в республике строится. Да, буквально недавно глава республики торжественно открыл школу в Оленёкском районе, в Актемцах школа открылась, да, и до конца года мы также планируем, ну, вести ряд объектов, которые
в которые войдут новые ученики и будут получать новые здания в современных школах. Это школа в селе Кыги Татинского района. В Усть-Луданском районе в Агратахе школа строится, в Намском, Улусе, Крестский тыл. Да, ну и значительное количество других объектов у нас строится, которые будут вводиться в текущем году, в следующем году, либо планово в 2023 году. Но вторая смена — это прежде всего проблема города Якутска, наверное, все-таки. Да, основная проблема, да, это города Якутска на сегодняшний день. Правительство Республики Саха-Якутия активно работает с Министерством просвещения для того, чтобы активизировать эти вопросы и начать строительство новых школ уже на тех территориях, где у нас и позволяет земельные участки, и где большая плотность именно в действующих школах по количеству учеников. Вот та же самая проблема с детскими садами, тоже прежде всего она Якутска касается, нехватка мест в детских садах. Не первый год уже правительство работает над решением этой задачи, и есть реальные результаты. Расскажите, за счет чего это получается? Ну, детские сады у нас традиционно строились, также продолжается строительством. Да, их количество не такое большое, как количество школ, но тоже можно сказать, что у нас объекты Но ведь дошкольного буквально образования. несколько лет назад ведь начали строить детсады на первых этажах новостроек. Да, дошкольное образование тоже остается не без внимания. Да, по национальному проекту «Демография» мы строим детские сады в городе Алекнинске, в городе Алдане, в квартале Портовском, в Портовском районе города Якутска. Уже были приобретены детские помещения на первых этажах на 203-м микрорайоне. Да, планируется до конца года завершение строительства детского садика в селе Аннё Самгинского Улуса, в селе Барагонцы. Да, и в начале года мы также завершили строительство детского садика в Татинском Улусе. Поэтому здесь объектов достаточно и работа ведется. Ну вот школы, садики и, конечно, объекты здравоохранения — это то, что необходимо жителям республики. Например, вот в Вилюйске продолжается строительство первой очереди больничного комплекса на 73 койки с общими хирургическими отделениями. Вот когда его введут и где еще ждать новых больниц? Но у нас с текущего года началась новая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Да, в эту программу у нас попал больничный комплекс в городе Вилюйске. На сегодняшний день объект строится, да, порядка 70 человек на стройке задействовано. Планово этот объект будет вводиться в конце следующего года. Помимо этого, мы в рамках этой программы, да, в этом году начали строительство, начинаем строительство объектов здравоохранения в селе Текёль, да, Татинского Улуса, в селе Чурапча, Чурапчинского Улуса, в селе Ханум Омского района и в селе Усьмая Усьмайского района. Ну и самые наши долгожданные объекты, которые практически уже на финишной прямой, это онкодиспансер и кардиодиспансер в городе Якутске. Это жизненно важные реально объекты. Вот на каком этапе сейчас находится строительство? Когда мы... По кардиодиспансеру у увидим. нас задача стоит его вести до конца года. Да, на сегодняшний день подрядной организацией, генеральной подрядной организацией привлечено более 200 человек, да, на строительство объекта. Завершаются работы по наружной работы, по благоустройству, по устройству тротуаров, озеленению, ограждению. Ведутся работы внутри по отделочным, по инженерным. С конца сентября уже приступили к работам по заводу, заносу в здание крупного тяжелого медицинского оборудования, такое как КРТ, ангиограф и КТ. Сегодня активно ведутся работы по подготовке помещений для передачи монтажникам, чтобы это дорогостоящее оборудование было смонтировано и запущено. Я бы еще хотела спросить про завершение строительства проблемных объектов на территории Якутии. Вот буквально недавно прошло заседание под председательством Кирилла Евгеньевича. Вот какие объекты были исключены из ряда проблемных? Но мы же знаем, что проблемные объекты — это те объекты, которые где обманутые дольщики, да, проще говоря. На сегодняшний день 214 федеральный закон, да, он четко разграничил, что проблемные объекты — это там, где есть договора долевого участия. Да, с начала года мы уже из реестра проблемных объектов исключили 4 дома. Это 2 дома ЧРФИК, блок, 2 дома, да, 1 дом компании «Симир», да, и «Алмазная корона» при Полярис завершила объект и ввела его в срок. Исключили, значит, достроили? Значит, достроили. Больше 270 семей, да, восстановили свои права, кто-то получив компенсацию, кто-то переехав в новые
жилье, ну, получив ключи. На сегодняшний день у нас остается в реестре 8 проблемных объектов. Да, 2 из них объекты нежилые, это компания «Чирон», да, ну, дом охотника, да, и 1000 мелочей. 1000 мелочей до конца года будет введен, да, и там ну, вот объект начнется. По «Чирону» есть определенные проблемы, ну, больше финансовые сложности, да, но вот здесь мы вместе с компанией отрабатываем вопросы, чтобы объект завершился. И 8 объектов, где у нас договора долевого участия, жилые дома. По каждому объекту у нас есть понимание, да, финансово. Все объекты уже обеспечены источниками финансирования. Объект Якутпромстроя, ну, возле студенческого, он в этом году завершается. Да, люди получат. Ну, то есть проблема решается и будет. Решается. Ну, слишком сложный вопрос, да, потому что проблемные объекты, они, проблема не в том, что они не успели, да, а в том, что было слишком много проблем, связанных с документацией, земельными отношениями, да, вот юридически. Где-то без разрешения строили, где-то построили там больше этажей, где надо. Там. Да, вот комплекс проблем, которые шаг за шагом мы решаем. И сегодня вот выходим на... Ну, с начала года уже должны выйти по ряду объектов на строительно-монтажные работы, чтобы начать строительство и уже быстрее передавать. Недавно на полях ВЭФ глава республики Александр Сергеевич Николаев подписал с Виталием Мутко, генеральным директором Дома РФ, меморандум о строительстве по привлечению более чем 3 миллиардов рублей для строительства в Якутии. Речь о строительстве в городе Нерюнгри и в Якутске. Расскажите, вот в южной части Якутии, что нерюнгринцев ждет? Они нас смотрят. Но сегодня у нас реализуются 2 крупных масштабных инвестпроекта. Да, это проект на воинской части и проект застройки квартал Р в городе Нерюнгри. Ну вот про воинскую часть нам подробнее расскажут после сюжета, а про Нерюнгри. Но на сегодняшний день правительством Российской Федерации принято такое новое инфраструктурное меню. Это поддержки строительства жилья, да, и одним из механизмов является предоставление облигационных займов. И сегодня республика прорабатывает вопрос, чтобы получить финансовые средства, да, для того, чтобы развивать социальную и инженерную инфраструктуру. В квартале Р мы по инфраструктурному бюджетному кредиту защитили заявку одним из первых субъектов Российской Федерации на 1 242 000 000 в части инженерного обеспечения квартала Р, да, а по инфраструктурным облигациям мы будем закрывать вопросы по социальной инфраструктуре и планируем то, что будем строить детский сад именно по этому механизму и по тому меморандуму, который был подписан главой Республики Саха-Якутия с генеральным директором Дома РФ. Облигации — это же, по сути говоря, длинные государственные займы, да? Если вот так вот проще говорить. Там механизм немножко такой сложный, да, там есть компания, которая привлекает облигационный займ, и привлекает этот облигационный займ, она предоставляет займы на таких льготных условиях, да, порядка 3,5% годовых, да, которые на рынке достаточно такие хорошие условия, и мы планируем привлечь этот займ, да, для того, чтобы построить социальную инфраструктуру и как на воинской части, так и в квартале Р города Нерюнгри. Благодарю вас, Павел Павлович, за беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию Якутия Лайв. Якутск ждет строительства большого микрорайона в районе ДСК, и об этом нам расскажет наш следующий гость, генеральный директор Республиканского ипотечного агентства Владимир Владимирович Трегубов. А сейчас мы с вами посмотрим сюжет с установки первой сваи в будущем микрорайоне Звездный. На месте будущего микрорайона «Звездный» в квартале «Воинская часть» полным ходом идет строительство 7 многоквартирных домов. В общей сложности здесь планируется возведение 66 жилых объектов. 30 – это многоквартирные дома с этажностью до 8 этажей, да, именно комфортные для наших условий, чтобы не было стесненности, такого чувства. И второе – это 36 домов, это блокированные застройки. Региональным оператором определенное республиканское ипотечное агентство, и они выступают. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. В конечном итоге в этом микрорайоне будет построено более 260 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого будут возведены спортивные сооружения, школы и детские сады. Такое масштабное строительство стало возможным благодаря тому, что Якутия получила одобрение по инфраструктурным бюджетным кредитам в размере 4 миллиардов рублей. Отмечается, что строительство микрорайона имеет выгодные финансовые условия. Те доходы, налоговые и неналоговые, которые мы получим
наш бюджет республиканский от этого проекта, они в 1,5 раза перекроют те средства, которые мы получим в виде инфраструктурных бюджетных кредитов и процентов по нему. Это очень высокий для жилищного строительства коэффициент. Будет большой эффект экономический, да, потому что это будет, конечно, рабочие места, ну и понятно, что социальная инфраструктура, которая будет строиться на эти деньги, это тоже новые рабочие места и, безусловно, новое качество жизни. А могу сразу сказать, такие тоже вопросы были, как это повлияет на нагрузку бюджета. Нагрузку бюджета это незначительно повлияет. Ожидается, что реализация проектов позволит обеспечить выполнение показателей регионального проекта «Жилье», согласно которому к 2030 году республикой будет достигнут годовой показатель 832 тысячи квадратных метров жилья. Ну что ж, вы по-прежнему смотрите «Якутия Лайв». Меня по-прежнему зовут Ирина Ефимова. И мы продолжаем. В южном районе города Якутска, в квартале ДСК, в марте этого года начались работы по подготовке к квартальной застройке территории бывшей воинской части, после расформирования которой земельный участок площадью почти 70 гектаров был передан в республиканскую собственность. Застройщик, республиканское ипотечное агентство, планирует создать целый новый микрорайон с развитой инфраструктурой и вдохнуть в ДСК новую жизнь. И сегодня у нас в гостях генеральный директор РИА Владимир Трегубов. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Давайте расскажем нашим телезрителям о том, какие планы на застройку этой территории и как будет выглядеть этот микрорайон в ближайшем будущем. Ну, вообще, как вы правильно подметили, площадь данной территории, которая будет под застройку 68,5 гектар, вообще делался в прошлом году, разрабатывался мастер-план. Мастер-план – это такой основополагающий документ, который сейчас входит в градостроительную политику нашей республики. Это вообще такой очень действительно нужный документ, хороший, который прорабатывает все. Так, на примере данного мастер-плана у нас проработалось и будет возводиться 265 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого будет строительство 2 детских садов, 4 дополнительных групп для детских садов, 2 школы по 990 мест каждая. Также будет строительство крытого хоккейного корта с универсальным спортивным залом. Также будет пош-депо на 4 автохода, поликлиника на 600 посещений в смену. Также рассматривалась концепция, по новой концепции, чтобы двор был без машин. То есть все машины будут парковаться за территорией двора. Ну, что это у нас по новым нормативам требуется, что КБ-стрелка, что вообще для удобства жителей. Также предусмотрели скверы, парки, прогулочные зоны, велодорожки, пешие дорожки. Старались предусмотреть все. Это насколько примерно жителей? Вот так, если грубо. Ну, где-то будет проживать в районе 11 тысяч жителей. Ну, это практически это какой-то маленький городок небольшой, микрорайон, да? можно сказать, да. Ну, Микрорайон микрорайон? звездный. Вот. Но если там будет своя поликлиника, своя все, это вот как-то такое. Ну, это можно, как бы Может, сказать, оттуда и не уезжать вообще. Ну, практически город в городе, да. Для удобства жителей, чтобы жителям было жить комфортно, да. Здесь мы максимально стараемся уйти от квартальной застройки. То, что и говорит глава республики Айсен Сергеевич, да, то, что давно пора уже уходить от точной застройки. Нужно рассматривать квартально, да, потому что помимо этого также прорабатывается транспортная инфраструктура, да, это дороги, проезды. Очень много тоже поступало, когда мы начинали этот проект, очень много было вопросов, как, что. Один из самых главных вопросов был, это, вы же понимаете, то, что вы сейчас застроите такую большую территорию, да, автодорожная просто, грубо говоря, встанет. Этот момент мы тоже прорабатывали. Так, на примере планируется 3 выезда. Это основной на улицу Автодорожная. Следующий это будет через ДСК на птицефабрику, дорога, асфальт там уже положен. И также через южную часть, через Старопокровский, люди будут выезжать на Покровский тракт. То есть вы постарались предусмотреть все, по сути? Ну, да. Но ведь участок-то сложный, это местность заболоченная. Как будет производиться отсыпка, подготовительные работы? Да, на территории квартала Звездный всего 10 водоемов. Из них 9 это техногенный характер. Техногенного происхождения, Да, техногенного искусственное. происхождения, да, совершенно верно. Одно природное.
Поэтому было принято решение, то, что эти 9 водоемов, воду с них мы сбросим в первые озера. Да? Также данное озеро будет благоустраиваться, и территория рядом с озером также будет благоустраиваться для жителей. Ага, Вот. то есть у них там еще и будет и озеро благоустроенное, место, где Да, гулять, и да, набережная. Совершенно верно, да. Ну, то есть все делается для удобства людей, чтобы было комфортно проживать людям. Мгм. Но про мастер-план вы уже рассказали, правда, я вот вроде поняла, что все здорово, но почему вот именно мастер-план? Как это вот, в чем его преимущество вот, перед обычным планом комплексной застройки? Но преимущество мастер-плана, как я уже сказал, то, что при разработке мастер-плана учитывается полностью все, что будет строиться, возводиться. Также, ну, мастер-план – это, так скажем, концепция, от которой потом в дальнейшем можно будет отталкиваться. И на сегодняшний день ни один большой проект не обходится без мастер-плана. Потому что действительно наглядно это мы видим, что, где будет. Не так, то, что поставим дом здесь, построим здесь. Нет, здесь уже сразу учитываются как бы все эти подходы. Ну, что людям нужно будет? Садик, школу? Да, что людям совершенно нужно верно. будет где-то проходить, где-то отдыхать, где-то парковать машины? Совершенно верно, да. Поэтому мы привлекли архитекторов. Это архитекторы были Сербии, фирма Green Design. У них очень большой опыт проектирования очень больших пространств, как в России, так и за рубежом. А с технологиями нашего там северного строительства? С технологиями нашего северного строительства здесь мы также приняли такое решение, так как это иностранные архитекторы, да, мы их в прошлом году пригласили сюда, во-первых, чтобы они увидели сам город наш, посмотрели местность, которую мы планируем застраивать, да, это квартал Звездный, и также было принято решение, так как у нас сложные грунты, архитектурную часть, все полностью мастер-планы, архитектурную часть разрабатывают архитекторы, которых мы привлекли, а вот эту вот нулевую часть, то, что касается Связано сваи, с сваи, мерзлоты, да, это наши фундамента. местные будут Это проектировщики местно. делать. А кто придумал название «Звездный» и почему «Звездный»? Ну, Звездный, это, видите, как правильно подметили, это же бывшая территория воинской части, поэтому это своего рода как дань уважения, да, ветеранам. Также было принято решение, то, что появляются у нас там в квартале новые дороги. Мы сделали предложение назвать данные новые появляющиеся улицы в честь героев. То есть звезда – это звезда героя, по сути, да? Ну, Имеется в виду, а не то, что да. там звезды живут, Не-не-не, эстрада и телевидение. Нет, конечно, это дань уважения. Ну, и, насколько я понимаю, микрорайон будет устраиваться поэтапно, и первыми в новые дома въедут участники программы переселения из аварийного жилья. Вот кого планируют переселять туда? Вообще, да, правильно вы сказали, поэтапный будет ввод. Планируется застройка квартала до 2027 года. Первые 7 домов мы уже начали застраивать. Это у нас будет строительство практически 26,5 тысяч квадратных метров жилья. Туда будут переселяться у нас переселенцы с ветхого аварийного жилья по программе, республиканской адресной программе по переселению, ну, в рамках нацпроекта. Откуда это вы не знаете? Да? Вам Откуда? просто- Ну, мы не знаем, но с территории города Якутска. Так, понятно. Вот что еще по поводу транспортной нагрузки? Вот вы сказали, что машины во дворе парковаться не будут. А где тогда? Машины будут, ну, предусмотрены у нас места за территорией домов, за домами. Потому что это новые стандарты, и здесь по парковочным местам мы, в принципе, проходим, мы даже с запасом по градостроительным нормам взяли, чтобы был некий запас. Помимо этого также предусмотрели крытые зимние парковки, чтобы были в квартале, ну и чтобы люди, кто желает приобрести, могут приобрести потом в дальнейшем крытые зимние парковки. Нет, но все-таки у нас ведь в Якутске количество автомобилей на семью, оно какое-то запредельное, и даже вот эти нормы, они не всегда справляются, что мы видим сейчас на примере там 203-го микрорайона, вроде бы там все учли, а с другой стороны получается, что тесные дворы полностью заставлены. Вот такого не будет? Ну, на 100%, конечно, не могу сказать, что такого не будет. Правильно вы подметили, да, бывает в семьях по несколько машин, но будем стараться сделать все возможное, ну, в процессе строительства, реализации
реализации данного проекта, чтобы все было хорошо, чтобы люди остались довольны. Вот детский сад по проекту есть, вы сказали, а на сколько мест он будет? По проекту у нас предусмотрено 2 детских сада, по 315 мест каждый, плюс доп. Группы. Ага, ну то есть, если 11 тысяч человек, 2 детсада на 315 мест. Но мы, когда также разрабатывали мастер-план, да, также рассматривали ближайшие районы. И выяснилось так, что нехватка детских садов, это первое, да, поэтому было принято решение, что нужны как минимум 2 детских сада, плюс дополнительные группы. Также по школам большая загруженность, то, что рядом несколько школ, в том числе и 6-я школа, тоже в данный момент... Ну, перегружены они, да. как и все городские школы. Поэтому по сути. мы делали с учетом того, чтобы это были как детские сады, как поликлиника, как и школа, не только для жителей данного микрорайона, но и чтобы... И ближайшие, чтобы ближайшие, да. туда тоже ездили, да, получается. Совершенно А поликлиника? Поликлиника на 600 посещений в смену планируется. Также не только для жителей микрорайона, но чтобы с ближайших районов тоже могли прикрепиться и обслуживаться. А этот проект, он у вас совместно с Министерством строительства, или здравоохранения? Как вот, По вот эти- поликлинике, по да, поликлинике? техническое задание нам готовит Минздрав. По школам, наверное, с Министерством образования по школе, работаете? да, Министерство образования, по школам, по садам, Министерство образования готовит тех задания. То есть все будет в этих рамках. Мгм. И вот вопрос от телезрителя, который хотел бы приобрести уже жилье в этом районе. Можно ли будет стать участником долевого строительства? Да, конечно, можно. У нас будет и коммерческая продажа, помимо переселения. Также для удобства наших жителей, помимо того, что Республиканское ипотечное агентство занимается строительством, также Республиканское ипотечное агентство является агентом Банка Дом РФ на территории республики. Поэтому наши жители могут спокойно, кто захочет приобрести, обратиться к нам в офис. Если нужно будет рассмотреть какие-то ипотечные продукты, прокредитовать, это тоже наши специалисты помогут, подскажут. В данный момент у нас порядка 7 ипотечных продуктов. Это можно ознакомиться либо на сайте, либо подойти к нам в офис, либо позвонить в офис. Но мой совет, конечно, это обратить внимание, прежде всего, конечно, на дальневосточную ипотеку. Да, это у нас она от 0,1%. Также семейная ипотека. И также Банк Дом РФ проводит рефинансирование уже имеющейся ипотеки. Люди к нам тоже также подходят, неважно с каких банков, где приобретается жилье, проводят рефинансирование. Поэтому будем рады помочь. Мгм. Спасибо. И вот про благоустройство еще хотелось бы подробнее, потому что я вот краем уха слышала, что там у вас будут даже велодорожки. Правда это или? Да, совершенно верно. Также мы предусмотрели велодорожки, потому что сейчас у нас многие люди, как мы замечаем, уже пересаживаются на велосипеды, здоровый образ жизни. Также мы это тоже предусмотрели, чтобы люди могли спокойно вечерами, днем прогуливаться, гулять. Также соединили, так как территория большая, да, и мы ее образно назвали, разделили на 3 сектора, да, А, Б, С. И самый центр, это получается, вот как раз где мы с вами и говорили, это благоустройство озера, то, что будет производиться, да, как раз все это будет соединено воедино, чтобы люди могли перемещаться спокойно, либо пешком, либо на велосипедах, ну, без помех машин. То есть машины мы отделили, это у нас дороги получились за территорией застройки по границам квартала, а пешие и велодорожки, это все уже внутри квартала. Ну, то есть, по сути, внутри квартала уже запланировано общественное пространство, о котором так вот много говорят, городское общественное пространство. Да, совершенно верно. Вот. То есть это какие-то урбанисты еще с вами работали? Ну, здесь у нас также приняли активное участие Управление архитектуры при главе республики, в частности, Ирина Дмитриевна Алексеева. Тоже отдельное спасибо ей за это. Она приняла активное участие. Мы учли ее пожелания, когда разрабатывался мастер-план. То есть у них будет не только школа, садик, поликлиника, но еще и будет место, где скажем, погулять, отдохнуть. будет все, ну, то, что нужно для жизни. А зимой это озеро еще и в каток, наверное, будет заливаться. Ну, в принципе, почему бы нет, да, идея действительно хорошая, чтобы люди и зимой проводили. Но у нас, конечно, климатические условия такие, то, что катки у нас появляются ближе к весне, но почему бы и нет. Но тогда ведь городу придется увеличивать количество автобусов, наверное, да?
Об Ну, в этом не принципе, думали? мы думали, ну не про количество автобусов, мы думали то, что надо будет завести данные маршруты, как минимум данные маршруты, которые уже ездят у нас на район ДСК, чтобы они заходили к нам. Также предусмотрено у нас автобусные остановки там. По дорогам мы плотно отрабатываем. И также я хотел, пользуясь случаем, высказать коллегам большое спасибо. Это с Министерства транспорта Республики Саха. Ну и также поблагодарить администрацию города, руководство администрации города, которое также нам помогает совместить это, синхронизировать с проектами. Ну что ж, спасибо. Я желаю вам удачи. Мне кажется, все должно получиться, ДСК преобразится. Спасибо, что пришли к нам в студию. Большое спасибо. Ну что ж, наш выпуск подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.